по 7 октября на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина в городе Гудермес состоятся международные соревнования по парашютному спорту, приуроченные к 72-летию президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. А также состоится финал Кубка России, посвященный памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья, это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И главный судья соревнований Вадим Ниязов, главный тренер сборной России по парашютному спорту. Мы рады приветствовать вас в студии программы «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». Мы с вами год не виделись, да? Да. И что у нас за этот год в парашютном спорте произошло? Вкратце, если можно. Добрый вечер. Вновь опять мы встретились с вами здесь, в Чеченской Республике. Целый год мы прыгали, тренировались, соревновались для того, чтобы сейчас, в конце уже спортивного сезона, вновь с вами увидеться и разыграть самые заветные медали этого сезона. Это завершающее соревнование этого сезона. И борьба предстоит очень серьезная. Больше 110 участников приехало сюда, в Гудермес. Соревнования уже стали традиционными. Это уже 4-е соревнования, ежегодно проводятся на базе Российского университета спецназа. И я всех приглашаю, конечно, поболеть, посмотреть, как пройдут наши соревнования. И целый день. Да, и до Смотрим заката, за прыжками, да. как прыгают в разных дисциплинах. Какие страны присутствуют, кроме России, на данных соревнованиях? Ну, уже традиционно одна из самых сильных сборных стран вообще в мире, это сборная команда Республики Беларусь. Вот, если в первые соревнования было всего 5 человек, сейчас уже 15 сильнейших спортсменов из Республики Беларусь приехали сюда и будут конкурировать с нашими ребятами. Ну и спортсмены Республики Казахстан в этом году. В прошлом году у них был не очень сильный состав, в этом году усилили они состав. Соревнования действительно становятся все более популярными, и уже почетно привести даже любую медаль, любого достоинства с этих стартов обратно себе на родину. Страны представляют своих сильных спортсменов или так? Нет, главное участвовать. Самые сильные спортсмены, безусловно, российские спортсмены, самые сильные спортсмены из Беларуси, из Казахстана. И вот посмотрим, как они в конце сезона все готовы к соревнованиям. Посмотрим. Вадим, почему финал Кубка России по парашютному спорту на протяжении последних лет проводится именно в Чеченской Республике? С чем это связано? Финал должен проходить в конце сезона. Так. Конец сезона – это уже конец сентября, начало октября. И, безусловно, необходимо выбирать площадку с благоприятными климатическими условиями. И вот Чеченская Республика, Гудермес подходит по всем параметрам, плюс замечательная площадка для дисциплины купольного пилотирования, искусственный водоем оборудован по самым современным характеристикам. Конец сезона, в течение лета спортсмены соревновались в других регионах, но сейчас уже наступает осень и в центральной полосе, и за Уралом, а здесь прекрасная погода, больше 20 градусов тепла, и спортсмены с удовольствием завершают сезон именно здесь, в Гудермесе. Это те характеристики, которые отличают площадку в Гудермес от других соревнований, которые проходят у нас в стране, или как? Вообще, какие тут уникальные характеристики данной мы площадки? Все знаем, что в Чеченской Республике еще в советское время здесь на территории республики была база подготовки сборной команды СССР. Именно использовались весенние и осенние периоды. Именно весной и осенью здесь погода позволяет без сбоев практически проводить тренировки. То есть солнце, не такой сильный ветер. Хотя сейчас вот на днях был, конечно, сильный ветер здесь. Но я надеюсь, ветерок успокоится и позволит нам отыграть. То есть вот эти климатические особенности, рельефные особенности позволяют в октябре очень комфортно соревноваться, уже не так жарко, но и не холодно, и разыгрывать соревнования по точности приземления и по купольному пилотированию. Именно по этим спортивным дисциплинам и пройдут наши соревнования. Это те особенные, так скажем, различия от других соревнований, то, что будет проходить в Гудермесе?
Ну, самое отличие, что это финальные соревнования. вот. Это самое отличие, что если в течение сезона спортсмены можно было где-то уступить, где-то какую-то передышку сделать, то сейчас все сконцентрировано на финальном. То есть как люди уйдут, как наши спортсмены уйдут на перерыв на зимний, все с каким ощущением? Или ты в конце сезона выиграл, да, финал Кубка России, или все-таки ты подотстал от своих соперников? В Гудурмесе мы закрываем сезон. Да, Так именно правильно будет сказать? по этим дисциплинам, по купольному пилотированию и по точности приземления, да, у нас это самые крупные финальные соревнования сезона. И они самые такие по уровню, самые сложные, получается? Они сложны по конкурентности. По конкурентности. По конкурентности. Если в течение сезона не всегда на всех соревнованиях присутствуют самые топовые спортсмены, то здесь как раз к концу сезона все топы здесь. Это, безусловно, одна из сильнейших спортивных команд Центрального спортивного клуба армии, сборная воздушно-десантных войск, достаточно сильные представительства регионов, это Свердловская область, Рязанская область, также спортсмены с юга России и с Волгоградской области, с Республики Дагестан, безусловно, спортсмены Чеченской Республики. И вот все спортсмены сейчас самые сильные здесь. У нас Чеченская Да, Республика. да, здесь. Если обсудить программу мероприятия, по каким дисциплинам будет проходить состязание парашютистов? Стандартно или что-то новое еще у нас есть, будет? Ну, нового не будет, скажем так, каких-то прям новшеств в дисциплинах. Все-таки нельзя за день, за два, за месяц до соревнований ввести в правилах что-то новое. Спортсмены должны там несколько сезонов готовиться по определенным правилам. Это классическая точность приземления. Это и в спортивной дисциплине уже больше 70 лет. В 50-х годах прошлого века проходил первый чемпионат мира по точности приземления. Но тогда спортсмены приземлялись, нулевое попадание считалось, если спортсмен приземлился в круг диаметром 5 метров. И только со временем вот это нулевое попадание уменьшалось. Сейчас нулевое попадание, которое не приносит штрафных очков, это мишень диаметром всего 2 сантиметра. 2 сантиметра. 2 сантиметра. А плюс-минус ничего не И допускается? любой сантиметр отклонения от центра мишени – это штрафной очко. Кто наберет за 8 прыжков как можно меньше отклонений, тот и становится победителем. Ну, я прогнозирую, победитель за 8 прыжков наберет 4-5 сантиметров, не больше, за все 8 прыжков отклонения от нулевого попадания. Вот это классическая точность приземления, это самая популярная и самая массовая спортивная дисциплина вообще в мире. И проводятся чемпионаты мира по этой дисциплине, чемпионаты мира среди военнослужащих также проводятся по этой дисциплине. И вот сейчас и самое интересное для зрителей, конечно, зрители вот все находятся, смотрят, прям сразу тут видно, электронная система фиксирует результаты, и судейская бригада за этим следит. Это одна дисциплина. Ну и, конечно, дисциплины купольного пилотирования. Для этой дисциплины необходим специальный искусственный водоем. Он построен здесь, прекрасный. Водоем обязательно? Да, прекрасный. А это для чего водоем, прыжки, где тут связь? Связь следующая, что на искусственном водоеме устанавливаются специальные входные ворота шириной 10 метров, высотой 1,5 метра, 2 буйка таких вот. Он еще должен пролететь мимо... Спортсмен должен пролететь входные ворота обязательно. И дальше, в зависимости уже от упражнения, фиксируется результат. Первое – это дальность пролета, то есть нужно влететь в ворота и как можно дальше пролететь от этих ворот по горизонту. Чем дальше, тем лучше. Чем дальше, тем лучше. И вот летом на чемпионате России, проходил в Кемеровской области, в августе был установлен новый рекорд России – 175 метров. 175 от входных ворот вдоль земли пролетел парашютист. Будем надеяться, может быть, и в этот раз уже в финале Кубки мы увидим новый рекорд России. Площадка вполне позволяет, условия позволяют, и мы будем следить. Может быть, этот рекорд будет побит на этих соревнованиях. Это дальность в купольном пилотировании. Также в купольном пилотировании есть скорость. Устанавливаются специальные буйки, коридор длиной 70 метров по дуге. И спортсмен должен как можно быстрее пролететь этот участок, который начинается также входными воротами на искусственном водоеме, 70 метров. Кто быстрее пролетел, специальные системы электронные лазеры фиксируют вход и выход.
И вот это тоже одна из самых зрелищных дисциплин. Все, зрители сразу тут же видят, кто быстрее пролетел. На электронном табло появляется результат. Можно болеть, переживать. Но скорости огромные. Вот на входе в эти ворота спортсмен развивает скорость 150-160 км в час. Вода, водоем. А как там с ударом, с безопасностью? Ну, для того вода и сделана, что если будет какой-то жесткий контакт, все-таки вода, она смягчает вот этот контакт с поверхностью. Еще 30 лет назад пробовали проводить такие дисциплины, когда появились высокоскоростные парашюты, и проводили над землей. Но это все небезопасно было, потому что любая ошибка – это жесткий контакт с землей и приводил к травмам. То есть это основные критерии, или есть еще какие-то изменения? Нет, вот, как я сказал, точность классическая – это нужно приземлиться как можно ближе в центр мишени. И купольное пилотирование – это дальность, это скорость, и еще есть в купольном пилотировании точность. Это нужно по воде прочертить ногой, пролетая специальные ворота, и приземлиться как можно ближе в специально отведенный квадрат, который на земле находится. Интересно, а с какой высоты прыгают? Это же тоже играет какую-то роль? Конечно, Или нет? конечно. Есть определенная какая-то высота? Конечно, играет. Классическая точность. Прыжок выполняется с высоты 1000 метров группами по 5 спортсменов. Спортсмены должны, помимо того, что они должны, 5 человек группа, команда 5 человек, ну вот, предположим, там сборная России или там сборная Беларуси, вот 5 человек, раскрываются все, друг за другом отделяются, выходят из самолета. Им нужно сначала выстроиться в воздухе по вертикали, разобраться. То есть тот, кто первый, вот если вы приедете, вы увидите, он скручивается, так называемый, то есть теряет высоту. И дает только промежуток метров 300-400. И спортсмены все друг за другом вот таким образом выстраиваются и друг за другом приземляются, чтобы одновременно же нельзя. Вадим, но у меня, извините, как в воздухе друг за другом выстраиваются, это как, тут надо же высоту удержать как-то. Ну, безусловно, у парашюта есть вертикальная Там скорость. дистанция какая-то должна быть между Ну, конечно, ними, это там как, вот если 5 автомобилей на дороге друг за другом едут. Ну тут понятно, это автомобиль, но тут... Ну, здесь все то же самое, только еще нужно вот именно по вертикали разобраться. Ты можешь маневрировать скорость, увеличивать свою вертикальную Это какое скорость. мастерство уменьшать. должно быть? Ну, сейчас здесь спортсмены достаточно все высокого уровня, ну, порядка 1000 прыжков, наверное, почти у всех участников, не меньше, вот на этих соревнованиях. А так, чтобы достичь результата мастера спорта в парашютном спорте, ну, где-то порядка 1000 прыжков. Парашюты разные у спортсменов или должны быть одинаковые парашюты у всех? Требований специальных нет к парашюту, но, безусловно, на точность приземления обычно применяется одного типа парашют. Он более, скажем так, по-простому более квадратный, скажем так, да, то есть у него нет такой большой горизонтальной скорости, но он хорошо маневрирует по вертикали. Его можно остановить, его больше, скажем так, или чтобы держать именно на точность. А пилотирование скоростное, это, конечно, высокоскоростные парашюты, они меньше площади, у них очень большая горизонтальная площадь. Ну, если кто-то, может быть, видел, ну вот почти как параплан по форме своей, эллипсовидный, только очень маленького размера. И спортсмен, чтобы пролететь как можно быстрее над водной поверхностью, чтобы вот эти 150-160 км в час появились в горизонте, их же надо откуда-то взять, то есть эту энергию. Она берет за счет того, что спортсмен вкручивается вот со стороны, смотрите, вращается, развивает вертикальную скорость, такую же, 150 км в час, вот так вот вниз, и потом ее переводит уже в горизонтальную, вот эту энергию. И вот тут, конечно, мастерство спортсмена, вот выполнить этот маневр, и самое главное, безопасно, потому что этот переход от вертикали в горизонт, тут требует достаточно четкого расчета. А какие купола допускают до прыжков? Соответствуют ли все требования? Есть ли тут какой-то ГОСТ, так скажем так? Ну, Или я могу участвовать с любым парашютом, который есть, под рукой взял, нацепил, полетел, спрыгнул? Как все это происходит? Ну, вы можете взять любой парашют, который технике безопасности соответствует, но под каждую дисциплину, если вы возьмете маленький парашют скоростной и пойдете просто на точность прыгнуть, вы не сможете его остановить, чтобы четко приземлиться в 2 сантиметра. А если вы возьмете парашют большого площади для классической точности, вы его не сможете так разогнать для купольного пилотирования. То есть спортсмен сам выбирает свой парашют? Конечно, мало того, оно должно еще коррелировать с весом спортсмена. То есть спортсмен тяжелый, он, конечно, использует больше площади.
спортсмены полегче используют парашюты меньшей площади. Это такой индивидуальный спортивный снаряд, за которым спортсмен следит, ну, как, не знаю, как велосипед, как мотоцикл, да, за которым нужно ухаживать, проверять техническое состояние. Ну, а перед соревнованиями, конечно, специальная комиссия, есть человек, который проверяет соответствие, чтобы это и по износу, чтобы не было проблем, и по технике, по всей безопасности, чтобы техосмотры все проводились. Там, Я как понимаю, с этим строго. ну, безусловно, потому что все-таки парашютный спорт связан с риском определенным. Некоторые могут даже сказать с высоким, вот я скажу, что с определенным. И, безусловно, понятно, что все уже взрослые ребята, спортсмены, и сами следят за своим оборудованием, но лишний контроль никогда не помешает. То есть у нас все готово. К началу, к открытию, к соревнованиям, все готово, только начать и все. Да, спортсмены подъезжают, регистрируются, тренируются, организаторы все уже приготовили, так что все, мы все готовы соревноваться. Вадим, скажи мне, а вот нужна ли особая какая-то подготовка для участия в соревнованиях парашютистов? Существуют ли какие-то ограничения, скажем, по весу? Или как тут, чем тяжелее, тем лучше? Или как? Не, ну, безусловно, спортсмен не может сразу соревноваться, он должен пройти определенный этап спортивной подготовки, и если на простых каких-то региональных, внутренних соревнованиях достаточно год-два попрыгать, набрать там 150-200 прыжков, и уже можно соревноваться на каком-то простом уровне. А спортсмены, ну, в принципе, разные антропометрические данные. Бывают и невысокие спортсмены весом 60 килограмм, там 55-60, а бывают и крупные парни там за 100 килограмм и под 2 метра ростом. Ну, вес играет какую-то роль? Все это компенсируется площадью парашюта или же и опытом самого спортсмена. Ну, как правило, спортсмены-парашютисты, ну, максимальный вес там 100-110 килограмм, это крупные ребята, которые вполне справляются, но это атлетический, конечно, то есть это 100 килограмм атлетически сложенного тела. То есть вес большой разницы не играет? Если человек здоровый, скажем так, если это не избыточный вес, да, а вес здорового человека, то он может быть и 100-110 килограмм. Понятно. И два личных вопроса. Можно? Конечно, да, да. Скажи, как долго ты занимаешься тренерской деятельностью? В 2016 году, то есть это уже 8 лет, я был назначен приказом Министерства спорта Российской Федерации главным тренером сборной команды страны. И вот в течение 8 лет выполняю эти функции. Они больше даже не сколько тренерские, сколько административные, потому что в сборной почти 200 человек, спортсменов и 50 тренеров. И вот эта вся общая координация, общее руководство этой всей деятельности, организация тренировочных мероприятий, выездов различных для участия в соревнованиях, на тренировочные сборы. Организация этого процесса достаточно такой, ну, трудоемкий процесс. Ну, вот на протяжении 8 лет я этим занимаюсь, а до 2016 года, 25 лет до этого, прыгал с парашютом как спортсмен сборной команды страны. В том Прыжков числе. сколько? 10 тысяч прыжков. 10 тысяч? 10 тысяч. Ну ты молодец. А как главный тренер сборной, скажи, сохранили ли мы статус одной из сильнейших команд мира, несмотря на санкции? Вот такой вопрос. Твое мнение? В 2021 году в России, кстати, проходил чемпионат мира по парашютному спорту в Кемеровской области. И по общему количеству медалей наша сборная завоевала первое общекомандное место. Вот прошло 3 года, 4 уже почти, ограничений по выступлению наших спортсменов на международных соревнованиях. Но уровень проведения и результатов чемпионатов России по всем дисциплинам сейчас позволяет нам говорить о том, что мы сохранили достаточно высокую форму, и мы ее поддерживаем. У нас, может быть, даже эта пауза нам и помогла, что мы молодежь. Знаете, вот это, поставить молодого в основной состав всегда очень сложно, ну, доверить. А тут появилось немножечко А времени. здесь есть окошко, да, посмотреть больше молодежь, попробовать. И вот уже в прошлом году при Федерации спорта России стал инициатором организации, международной организации, Евразиатской ассоциации парашютного спорта. В этом году, в январе, прошли первые тестовые соревнования в Абу-Даби.
У нас теплые же отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами. И вот в январе следующего года пройдут следующие международные соревнования в Абу-Даби, где будут представлены спортсмены России, Белоруссии, Казахстана, европейских стран, команды США. То есть все хотят с нами соревноваться. И вот мы нашли этот способ, то есть есть уже площадка, скажем так, ну не физическая, а в том числе и физическая площадка для того, чтобы все известные мировые спортсмены приехали и соревновались вместе с россиянами и с белорусами. Потому что сейчас чемпионаты мира прошли в этом году все, но видно, что и все говорят, не хватает хорошей конкурентной борьбы из-за отсутствия сборной России. А говорят, что мы ждем их. Есть такие отзывы? Они? Да. Ждут, Ждут? пишут, американцы, европейцы. Ребят, когда вы приедете, мы вас очень ждем. И это очень хорошо. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Мой последний вопрос. Ну, тут тебе решать, ответишь ты или нет. Ну и все-таки. Фавориты на победу в наших соревнованиях. Кто? Спрашиваю, как главного тренера сборной России. Ну, традиционно 3 команды, вот и они в прошлом году стояли на пьедестале. Это сборная команда воздушно-десантных войск России, сборная команда ЦСКА и сборная команда Республики Беларусь. Вот 3 команды, которые будут бороться за... Ну, у них больше всех шансов встать на пьедестал. Ну, посмотрим. Все соревнования еще впереди, и посмотрим, оправдается ли мой прогноз. Прыжки покажут? Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что пришел, ответил на наши вопросы, высказал свое мнение. Удачи и успехов. Спасибо. До свидания. А на сегодня это все, дорогие друзья. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И главный судья соревнований, которые пройдут с 1 по 7 октября в городе Гудермес, Вадим Ниязов, главный тренер сборной России по парашютному спорту. Я присоединяюсь к словам нашего дорогого гостя и говорю, приходите, смотрите. Это соревнование по парашютному спорту. Это зрелищно и красиво. И самое главное, не болейте, будьте здоровы.